Когда мы едим, то чувствуем запах и вкус пищи, но даже не задумываемся, что происходит с ней у нас в животах. После еды мы продолжаем заниматься своими делами, а внутри нас начинает работать чудесный механизм, который называется пищеварением. Часы работают за счет шестеренок внутри механизма. Также и пищеварительная система работает за счет органов желудочно-кишечного тракта. Слово «тракт» означает длинную большую дорогу. И действительно, длина желудочно-кишечного тракта человека составляет целых 10 метров. По этой дороге, которая спрятана внутри организма, должна пройти съеденная нами еда, чтобы добраться до цели своего путешествия. Полезные вещества из продуктов и напитков должны попасть в клетки нашего тела, чтобы клетки могли питаться, восстанавливаться и расти, давая нам энергию для жизни. Для того, чтобы мы росли и развивались, двигались, разговаривали, чувствовали, читали и размышляли. Но клетки, из которых мы состоим, очень маленькие. Поэтому, чтобы доставить им питание, организм должен измельчить пищу, переварить ее в очень мелкие, почти невидимые частички, молекулы. Давайте посмотрим, как это происходит. Наша пищеварительная система похожа на секретную лабораторию. Рот – это вход в нее. Уже здесь начинается процесс пищеварения. Когда мы откусываем и жуем, зубы измельчают пищу и смешиваются со слюной, которая производится во рту слюнными железами. Слюна обеззараживает пищу, начинает ее расщеплять, формировать пищевые комки, чтобы помочь пище беспрепятственно двигаться дальше. Но не каждый продукт может попасть в эту секретную лабораторию. Решения принимают наши глаза, язык и нос. Если еда нам нравится, приятно пахнет и не слишком горькая, то миллионы рецепторов наших глаз, языка и носа посылают в мозг сигнал о безопасности, и он разрешает пропустить пищу дальше через глотку в пищевод. Либо не разрешает. После того, как пищевые комки обработаны, мы их глотаем, и они спускаются по пищеводу. В его стенках расположены мышцы, которые сокращаются и проталкивают пищу все дальше, пока она не попадет в желудок. Объем пустого желудка равен примерно 500 мл или 2 стаканам воды. Но вот поступает пища, и желудок начинает растягиваться. Теперь он может занимать объем до 3-4 литров. К работе приступают компоненты желудочного сока. Это соляная кислота, различные ферменты и слизь. Соляная кислота и ферменты нужны для того, чтобы ускорить расщепление пищи. Разные ферменты расщепляют разные вещества, содержащиеся в продукте. Например, пепсин помогает расщеплять белки. Соляная кислота – очень едкое вещество. Если она попадает на стенки желудка, может случиться ожог. Поэтому в желудочном соке содержится слизь. Она защищает стенки желудка от воздействия соляной кислоты и других едких ферментов. Такие процессы происходят в желудке. Соляная кислота и ферменты переваривают пищу, а слизь защищает от повреждений. Уже в желудке некоторые вещества, например, вода или сахар, всасываются в кровь и поступают на службу организму. Поэтому мы можем так быстро утолить жажду. В стенках желудка также расположены мышцы, которые сокращаются, постоянно перемешивая пищу с желудочным соком. Этот процесс может длиться 4 часа. После того, как ферменты поработали, жидкая пищевая кашица химус поступает в тонкий кишечник. Тонкий кишечник состоит из 12-перстной кишки, тощей кишки и подвздошной кишки. Поверхность 12-перстной кишки, как и другие отделы тонкого кишечника, словно ковер, высланы ворсинками и железками. К ворсинкам прикреплены специальные вещества, которые помогают расщепить белки и углеводы.
Через ворсинки в кровь всасываются полезные вещества из нашей еды. Здесь, в двенадцатиперстной кишке, работает другая команда ферментов. Их поставляет поджелудочная железа. Они занимаются перевариванием жиров, белков и углеводов, которые содержатся в химусе. В процессе пищеварения к ферментам присоединяется желчь, которая живет в желчном пузыре. Желчь растворяет жир, разделяя его на мельчайшие капельки, чтобы облегчить его переваривание и усвоение. Здесь, в двенадцатиперстной кишке, пища уже полностью переваривается и начинает всасываться в кровь. Начинается усвоение кальция, фосфора, магния, железа и витаминов. Всасывание продолжается на протяжении всей тонкой кишки. Наполненная питательными веществами кровь спешит доставить их к клеткам. Но прежде ей нужно пройти строгий контроль печени. Ткань печени очищает кровь от ядов и других вредных веществ, которые могли попасть в организм вместе с пищей и жидкостью. И только после проверки печенью полезные вещества направляются в клетки организма. Но на этом задачи секретной лаборатории не закончились. Даже дружная работа всей пищеварительной команды не способна расщепить некоторые вещества, и они должны быть удалены из организма. Для этого они передаются из тонкого кишечника в толстый. Одним из таких веществ является клетчатка. Это жесткие стенки клеток в овощах и фруктах. Мы их переваривать не можем, зато их очень любят микроорганизмы, которые живут в толстом кишечнике. Эти микроорганизмы вырабатывают для нас некоторые витамины и полезные вещества. И они очень любят, когда мы едим овощи и фрукты. А вредные бактерии, которые тоже обитают в толстом кишечнике, питаются сахаром. Они обожают, когда мы едим сладости. Тогда их становится слишком много, и у нас может заболеть живот. Поэтому, чем больше овощей, зелени и фруктов мы едим, тем легче нашим полезным микроорганизмам защищать нас от вредных бактерий и очищать кишечник. Теперь ты знаешь, как работает лаборатория пищеварения, как ферменты переваривают еду в миллиарды молекул, которые кровь разносят по клеткам твоего организма. Эта замечательная лаборатория работает четко, как часы. Она работает даже сейчас, когда ты смотришь это видео. Ты можешь помочь своему пищеварению, придерживаясь здорового питания, тогда как фастфуд, содержащий много жира и сахара, может повредить твоей лаборатории. Вредные жиры, а также красители, консерванты и другие пищевые добавки повреждают слизистую оболочку, угрожая развитием болезней желудочно-кишечного тракта. Излишне сладкая калорийная пища постепенно приводит к появлению лишнего веса и возникновению многих болезней, в том числе болезней печени, появлению камней в желчном пузыре. Употребляя простую и полезную еду, ты заботишься об органах желудочно-кишечного тракта. Благодаря бережному отношению секретная лаборатория прослужит тебе долгие годы, помогая тебе быть умным и сильным, чтобы ты рос здоровым и мог исполнить все свои мечты.